Здравствуйте, уважаемые телезрители. Продолжим наши лекции. Общая тема лекции – гунны, древние предки кыргызов, или Атила, великий кыргызский баатыр. Сегодняшняя тема, которую мы будем разбирать, называется «Поход Атилы в Италию». Атила уходит из жизни и различные плачи по Атиле. Ну, как мы помним, в прошлой лекции я уже говорил об этом, в 451 году, 6 сентября разразилась очень большая битва, сражение между гуннами, которых было 250 тысяч, из них 170-180 тысяч конных, и римским войском, которых было 330 тысяч, из них 70 тысяч конных. И эта битва проходила на каталонских полях, и она осталась незавершенной, поскольку поздно ночью, когда битву прекратили уже по естественным мотивам, чтобы продолжить рано утром, к Атиле пришел сын Флавия Аэция, командующего всеми римскими войсками, и предложил Атиле прекратить битву по просьбе своего отца. Но Атила, поскольку знал Флавия Аэция с детства и когда-то состоял даже с ним в приятельских отношениях, Атила внял просьбе Флавия Аэция и битву прекратил, и наутро, нагружены огромной добычей, все оставшиеся войска гуннов через Северные Альпы ушли на свою родину. В то время это была Пушта Панонии. Это территория современной Венгрии. Но поскольку римляне начали распространять слухи и посылать везде гонцов, что они одержали над гуннами победу, что они вынудили гуннов чуть ли не ретироваться, то на следующий год Атилла в 452 году предпринял новый поход на Западную Римскую империю, на этот раз не на провинциальную ее часть, не на Галлию и Германию, а на саму метрополию, то есть на Италию. На этот раз в поход выступило 140 тысяч туменов, это 140 тысяч человек войск, это 14 туменов, во главе, конечно, сам Атилла. Но в то же время Атилла руководил центральной частью своего похода, где было 50 тысяч человек. И рядом с ним шли правое крыло похода, которым руководил кыргыз Туменбаши Толек. Там было тоже 50 тысяч. И левое крыло похода, которым руководил Кыпчак Береки. Там было 40 тысяч воинов, 4 тумена. Они тремя дорогами вышли на север Италии. Но, как известно, это было в начале мая месяца. 452 года. Как известно, Италия – это огромный полуостров в форме такого сапога, где голенище находится, закрывается Альпами. И вот на север Италии 3 колонны вторглись и начали как бы сгонять все бывшие там римские легионы в одно место, чтобы их сразу в одном месте окружить и победить, и, как говорится, по мере надобности их заставить сдаться. Итальянские легионы, чисто римские легионы, которые состояли из итальянцев,
из римлян, латинян, они начали отступать к югу, бросив на произвол судьбы свои города. На севере Италии гунские войска взяли штурмом 18 городов, которые названия сегодня сохранились, и они и называются сегодня большей частью так. Это города Брексия, Пергамо, Генуя, Болонья, Милан и другие. Ну, по тем временам, как известно, города, они были совсем другие, чем сейчас. Они были окружены рвами, крепостными стенами, защищающими их подъемными мостами, и брать было их очень тяжело. Но поскольку Аттила когда-то сам служил 7 лет в римском войске и служил в вспомогательно-технических войсках и знал прекрасно все штурмовые механизмы и орудия, при помощи которых можно брать города, то у него тоже были созданы эти тумены технические. Одним техническим туменом руководил германский конунг Лаударих, другим техническим туменом руководил славянский князь Святозар. И вот при помощи этих технических туменов, технических войск, которые обладали всеми соответствующими орудиями для штурма и взятия городов, 18 городов на севере Италии было взято. Ну, технические орудия, которые к тому времени существовали, это огромные анагры, бросающие большие такие емкости с легко воспламеняющими и горящими материалами. Когда в воздухе они летели, материал загорался и попадал за километр, за полтора в город, разбивался эта емкость, эта бочка, и начинало все вокруг гореть. Это анагр. Были там катапульты, которые кидали огромные камни, валуны и пробивали крепостные стены. Если долго в одно место бить огромным валуном, а эта катапульта могла бить на расстоянии до целого километра, бить в одно место, то стена рушилась. Были там баллисты, стреляющие длинными стрелами, они могли попадать на крепостные укрепления и пробивать 2, 3, 4 человек за раз одной стрелой убивать. Были там и другие орудия, типа черепах, крепостных башен. Это в кино показывают, что ставят лесенку, и по ней лезут по этой лесенке, потом ее сталкивают, они падают. Уже в то время у Аттилы были такие штурмовые башни, высокие такие сооружения из многих этажей, верх который заканчивался на высотой крепостной стены. По ней взбегали вверх штурмующие воины и напрямую уже штурмовали, перекинув мостики, штурмовали крепостные стены сверху, напрямую. Были там орудия черепахи, которые имели огромные тараны, пробитую или уже с болтающуюся дверь добивали тараном. И сверху она была закрыта, чтобы воины, которые работали с этим тараном, под этой черепахой, не могли быть уязвимы для обороняющихся. Таким образом, было взято 18 городов на севере Италии. Те города, которые сдавались сами, а половина городов сдались добровольно, их не трогали, только забирали всю добычу. В людей в рабство не выгоняли, никого не трогали, жители не трогали, забирали только добычу, продукты питания, драгоценности и другую необходимые, какие они считали гунны нужными предметы. А те города, которые оборонялись, которые приходилось брать штурмом, и когда гибли гунские солдаты, готские солдаты, это германские, или анские, это славянские воины, то тогда обозленные штурмующие гунны и их союзники выводили всех из города, делили их по жребию и
забирали в рабство или продавали в рабство. Получилось так, что к концу лета север Италии полностью они захватили, гунны завоевали, и, поделившись на 3 потока, опять же, по центру шли тумены, которыми верховодил Аттила, там были крымские тумены, другие гунские тумены, аланский тумен. Справа верховодил его военный министр Кыргыз Төлек, там шли готские тумены, гунские сборные тумены, славянские тумены, и левое крыло, которым руководил Кыпчак Береки, также там шли сборные и кыпчаки, кыпчакский тумен, сибирский тумен и готско-славянские тумены. Они, как на облавной охоте, прошли и к концу лета, к концу августа дошли до Рима. Окружили Рим с 3 сторон: с запада, с востока и с севера. А осталось только послать сборный готско-славянский тумен и замкнуть окружение сверху, переправившись через реку Тибр, чтобы столица Римской империи была полностью окружена, чтобы начать осаду. В конце августа, когда гунский Каган Аттила расположился в своем шатре, своей переносной походной юрте на берегу реки Минчо, это недалеко от Рима, в 20 где-то километрах, ему доложили, что из Рима прибыла посольская делегация во главе с самим папой Львом. Ну, Аттила всегда уважал и никогда не обижал служителей церкви и религии. Но мы знаем, что гунны сами были шаманисты, они верили в верховного бога Коко-Тенгри, в синее небо, в его супругу Умайене, матерь Умай, в их сына Гесерхана. И у них верования были связаны с высоким небом, то есть тенгрчлик, тенгрианство. Мы знаем, что к тому времени славяне, которые там вместе с ними шли на Рим, они верили в своего бога верховного Перуна и в своих других богов. Мы знаем, что германские племена верили в своих богов Водана и Доннера, и что они также были в составе гунских войск. Дакки и тайфалы, которые были там, они были уже к тому времени не христианами, арианами. То есть у Аттилы собралось в войске 140 тысяч человек, 14 туменов, разные составы, разные религиозные взгляды. И Аттила никогда, нигде не указывает, что он по религиозным взглядам мог ущемлять или кому-то ставить какую-то вину. Никогда. Напротив, он уважал всех служителей этих всех религий, помогал им, не обижал их. И на этот раз, когда ему доложили, что прибыл сам глава всех христиан Западной Римской империи, папа Лев, он, конечно, дал согласие, что с папой Львом он встретится. Папа Лев прибыл не один, с ним прибыли 2 высокородных патриция, один Геннадий, другой имя Тригетий, Геннадий и Тригетий. 2 прибыли, и что они хотят с Аттилой встретиться. На другое утро они пришли к Аттиле, встретились с ним. Папа Лев 2 часа 1 на 1 вел переговоры с Аттилой, и папа Лев ушел довольный, Аттила согласился на его на его доводы, но выдвинул свои требования, которые должны быть удовлетворены. Если эти требования будут удовлетворены, сказал Аттила, мы штурмовать Рим не будем, оставим его в целости и сохранности и уйдем.
Требования, которые выдвигал Аттила, были такие, что необходимая сумма в золоте, в серебре, необходимое количество железа и меди, необходимое количество пшеницы и ржи, которые необходимо было доставить к обусловленному сроку на склады, которые укажет гунны. И, кроме того, 20 тысяч кож шкур животных, выделанных кож для пошива сапог. Кроме того, 20 тысяч молодых, не рожавших женщин, для того, чтобы их забрать с собой в Пушту, то есть на территорию Гунской империи, чтобы они потом стали женами гунских воинов. И на все это папа Лев согласился. Последнее условие, которое ему выставил Аттила, это то, что в Риме есть 60 тысяч рабов. Всех их следует отпустить. Они все были отпущены, половина рабов, 30 тысяч, присоединились к Аттиле и усилили его войско. Это были частью гладиаторы, частью военнопленные, которые сражались против римлян и были захвачены в плен. Они вступили в войско Аттилы и составили, но он их распределил в качестве дополнительных сил в разные тумены, чтобы они не были все вместе. А 30 тысяч солдат, то есть рабов, которые были освобождены по требованию Аттилы, они не захотели служить у Аттилы, они собрались идти все по своим домам в Дакию, там, в Далмацию, в Галлию, в Германию, и так, в Скандинавию, чтобы воссоединиться со своими семьями. Аттила против этого, и гунны против этого ничего не имели, и эти рабы освобожденные ушли все по своим домам. Но то, что Аттила снял осаду, даже не начав ее, и повернул на север, это говорит о том, что все-таки гунны и Аттила отнеслись к Риму очень, как бы так говорится, благосклонно. Не стали его грабить, не стали его сжигать, хотя через какие-то 15 лет туда вторгнется вандал Гейзерих, уже когда Аттила не будет на этом свете, вандал Гейзерих, и 14 дней будет бесчинствовать в Риме, уничтожая все подряд и убивая, и насилуя, и грабя все и вся. И поэтому слово наименование вандалов и действия, которые они производили, войдет в историю и как его в лексику всех европейских народов в форме вандализм, что это самые гнусные действия, которые только могут производить вооруженные отряды. Вандализм. Слова гуннизм нигде нету и не было. Потому что Аттила не стал штурмовать Рим, миллионный город Рим. Он понимал, что штурмуя его, он рискует потерять часть своих воинов, которые падут на крепостных стенах. И ему этого не хотелось. И поскольку вся добыча, которую он потребовал, ему была предоставлена, он развернул свои войска и ушел опять назад в свою Пушту, которая тогда была его родиной. Но то, что Аттила ушел назад и согласился с просьбой папы Льва, это принесло огромную пользу христианству и лично и конкретно католической религии. Потому что после этого в то время уже поняли, что гунны и Аттила очень, как говорится, положительно относятся к католической религии, к христианству, и многие колеблющиеся, в том числе и рабы, стали вступать в христианство, принимать христианство и католицизм в том числе. И это до сих пор, это то, что папа Лев как бы силой Божьего Слова уговорил Аттилу
не штурмовать Рим, не наносить христианам вреда. Об этом изучают в истории христианства во всех католических высших колледжах, высших училищах. Даже есть специальная картина, которую нарисовал выдающийся великий художник Средневековья по имени Рафаэль, наверное, знаете, вот Рафаэль, картина. Аттила, то есть папа Лев, ведет переговоры с Аттилой. Begegnung zwischen Attila und Papst. В 1512 году нарисовал Рафаэль, выдающийся художник Рафаэль, эту картину. И эту картину он подарил папству. И эта картина до сих пор висит в папском кабинете. Вот эта картина. Она показывает то, что христианская религия, а именно католицизм, обладает великой Божьей силой, раз смогли убедить такого человека, такого завоевателя, как Аттила. То есть папа Лев смог убедить его, якобы. Здесь следует упомянуть три случая, которые имели место быть там, в Италии, и которые зафиксированы во всех источниках по гуннам. Первое. Город Аквилея находится на северо-востоке Италии, на побережье Адриатического моря. 2 месяца тумены гуннов, один технический тумен, и тумены готтов не могли взять этот город 2 месяца. И Аттила где-то в июле месяце, еще находясь в Северной Италии, поскакал туда со своим личной тысячей. Выяснить, почему все города взяли, 17 городов взяли, а вот 18-й город этот взять не могут. Почему? Прискакав туда, они увидели, что город окружен двойной стеной, окружен огромным рвом. К городу есть подход, морской подход со стороны моря, и есть причал, который гунны никак не могут полностью захватить и овладеть им, откуда поставляется продовольствие и поставляется все необходимые туда оружие и еда. И что уже 2 месяца, в то время как все города взяты, эта Аквилея сопротивляется, ожесточенно сопротивляется. Подъехав к городу, вместе с ним подъехали также 2 туменбаши, которые конкретным образом командовали взятием этого города. Это германский конунг, король Лаударих, и кыпчакские туменбаши Берики. Они объяснили, что вот, скоро возьмем. Аттила сказал, что вы делаете? Мы здесь давным-давно от силы тратим на город 10-15 дней. Вы же здесь 2 месяца, 60 дней не можете его взять. Почему? Они начали объяснять, что здесь огромные стены, что там обороняется 20 тысяч римских легионеров, что у них продукты питания есть и все остальное. И вдруг Аттила увидел, что над одной крепостной стеной взлетели 4 аиста, у них на спинах сидели их дети по аистенку, и они этих аистенков куда-то вверх поднимали и куда-то уносили. Было уже где-то 6:30 вечера, в римском исчислении там она считается 4 часа вечера, 6:30 вечера, и Аттила спросил, а вы видите аистов? Ну, и германский конунг Лаударих, и кыпчакские туменбаши Берика ответили, видим. А вы не знаете, почему они детей своих, как аистенков, посадили на свои спины и улетают вдаль? Так что сейчас, чтобы в течение получаса 2 тумена здесь были, будете штурмовать, пока они не успели закрыть, будете штурмовать. Те не поняли, но все-таки по приказу Аттилы 2 тумена в течение получаса уже были здесь
И ровно через полчаса раздался грохот, страшный грохот, и обе стены упали внутрь города. И образовался огромный проем, где-то метров 25-30 шириной. Огромный проем в город. И в этот проем ворвались гунские воины. Город был взят. Вывели всех жителей, 70 тысяч человек, 20 тысяч этих солдат, легионеров, их сразу разоружили и отправили на невольничьи рынки, которые покупались для того, чтобы на серебряных рудниках в Африке или Испании работать. Оказывается, Аттила предчувствовал, поэтому поднять то, что аисты начали улетать, он понял, что сейчас будет какой-то катаклизм, он предчувствовал это. И поэтому приказал подогнать сюда, как его, всякие механизмы и 2 тумена своих воинов. Второй случай. Все мы знаем город Венеция. Он расположен на противоположной стороне Адриатического моря, также у самого голенища итальянского сапога, город Венеция. Он тогда располагался где-то в 15-20 километрах, был большим городом, располагался в 15-20 километрах западнее от современного места его расположения. Но когда гунны стали приближаться, испугавшись того, что могут их всех продать в рабство, убить и так далее, ограбить, венецианцы, они тогда уже имели право печатать, у них был монетный двор, был свой небольшой, они имели право печатать североиталийскую монету, и венецианцы бежали на восток, где были топкие болота и острова, и расстелились среди этих топких болот, на огромном пространстве среди топких болот, сообщение с которым можно было осуществлять только на лодках. И расселившись там на топких болотах, они стали, на этих островках, они стали недосягаемы для гунских туменов, которые большей частью были верхоконными, и недосягаемых для их гунских воинов. И когда Аттила назад, уже когда они с похода назад возвращались, ему доложили, что вот один город от нас сбежал, мы не смогли ничего с ним поделать. Аттила спросил, а там солдатов нет, римских воинов? Нет, там римских воинов нет, там одни только гражданское население. Они нам не причиняли никакого зла, пока мы здесь воевали. Не били нам в спину? Нет, они ничего не причиняли зла, они сидели тихо и, как говорится, носа не высовывали. Ну тогда мы не будем их трогать, пусть там себе живут среди болот. И Аттила ушел дальше на свою родину и оставил венецианцев в покое. И с тех пор венецианцы там и живут на этих болотах. Третий случай произошел, когда на севере Италии взяли город Верону. Верону. Это где-то недалеко от Милана. Въехав в огромный дом на коне, Аттила увидел на противоположной стене от входа распятого, как во всех христианских церквях, монастырях, распятого Христа, и вокруг него барельефы 12 его апостолов. Ну, дом – это огромное такое здание, огромный храм, огромный христианский храм с высотой где-то по современным меркам 3-4-этажный дом. И дом, это слово «дом», это латинское слово, потом оно вошло в русский язык в слове «дом», формой «дом», германский язык «дом» и в кыргызский язык, гунский язык в форме «там». Сначала «дом», а потом в форме «там», через перебой кыргызских гласных. Аттила, когда-то служивший в римском войске, посмотрев на портреты
этих, на барельефы 12 апостолов, спросил, а зачем вы Иуду повесили-то? Иуда же предал Христа, он же предатель, он же подлый человек. Ему ответили, что вот по нашим канонам, по нашим догматам положено вешать, чтобы все знали, что он такой нехороший, что он предатель, пусть он тоже висит. А вокруг него стояли десяток христианских монахов, глав этой местной монашеской общины. И с ними был вместе его помощник, типа начальника штаба, латинянин Орест. И он приказал Оресту снять барельеф от этого подлого Иуды, сделайте мой барельеф, повесьте. В течение 3 дней сделали барельеф Аттилы и повесили его туда, на место барельефа Иуды. Вот он, этот барельеф, он сохранился, и сегодня, правда, он сегодня не в Вероне висит, а в городе Павия. Вот он, этот барельеф, который сделали в то время. В 1953 году, летом, Аттила скончался. Он как раз женился на своей 4-й жене, молодой германской девушке Ильдике, или Ильдихе. Ей было 18 лет. Она была младшая сестра конунга Лаудариха, о котором мы говорили, который вместе с Аттилой везде воевал и ходил в поход на Италию. И на 7-й день после женитьбы, после свадьбы, Аттила скончался в своем шатре в Панонии. Когда он скончался, собралось огромное количество народа. И плачи по Аттиле сейчас имеется во многих языках, очень во многих языках. Ну, я зачитаю вам гунский вариант, реконструированный гунский вариант с гунского языка, и зачитаю также немецкий вариант, ну и, разумеется, русский вариант. Вот гунский вариант как звучит. Улук хан, Аттила Каган, Монзукула, Харта Эльдархан, Бери Сена Бола, Сармат Яри, Керман Яри, Руми Яри, Джао Чапхан, Олди Калалар, Бута Келадан, Улук Пуштахун Аттуях Келадан, Сена Тенгри Ата Кетада, Сена Умай Ана Кетада, Хун Эль Джао Бара, Хун Гитар Джао До, Сена Башинга Бульмада, Кем Олда Бара Джао Ура, Кем Олда Бара Джао Хра. На русский язык она переводится в таком варианте. Великий гун Аттила Каган, Монзука сын, крепкого народа хан. Первым ты был, сарматские земли, германские земли, римские земли войной покрыл, древние города ногой топтал, великие стены, степи копыта гунского нога топтала. Ты ушел к Тенгри-Ате, ты ушел к Умай-Ане. Гунский народ пойдет на войну, гунские джигиты ринутся в бой, тебя не будет во главе, кто пойдет впереди рубить врага, кто пойдет впереди убивать врага. Немецкий вариант, немецкая запись. Du größter Hunde, König Attila, Sohn des Monzuks, starkster Völkerherr, erster warst du allein Sarmatenland und Germanenland und auch die Römerreiche zu beherrschen. Die eroberten Städte zitterten, andere schontest du gnädig annehmend, reiche Tribute, als du all das glücklich getan, endete dein Leben ohne Schmerz, ohne Wunde und ohne Verrat. Im Königsblut, in Freude unter Freuden, wer spricht von Tod dort, wo keiner aufstehen muss, um zu rachen. Здесь значение несколько другое. На русский язык его можно перевести так. Ты великий гун, король Аттила, сын Мунзука, повелитель самого мощного народа. Землями сарматов, землями германцев, а также римскими землями ты овладел. Завоеванные города дрожали, другие же ты оберегал милостиво, соглашаясь на богатую дань. Когда же ты счастливо деяния своих завершил, закончилась твоя жизнь без боли.
без ран, без предательства, королевской кровью, радостью среди друзей. Кто это там говорит о смерти, где никто не встает, чтобы мстить. По поводу смерти Аттилы имеется два варианта. Один вариант, что у него остановилось сердце, поскольку он уже был немолодой, 56 лет, и женился на 18-летней. Другой вариант, что якобы его отравили западноримские шпионы в лице вот этого Ореста. Но оба варианта имеют право на существование, никакой из них до сих пор не доказан. Но все дело в том, что вот эта римская, то есть германская девушка Ильдика, она дожила в гунском племени кыргызов до 90 лет, и только в 90 лет умерла своей смертью, и, любя Аттилу, она больше никогда не выходила замуж. Но плача по Аттиле есть у всех европейских народов, которые когда-то участвовали в этом походе. И сегодня они есть и в древнескандинавских языках, и в древнем англосаксонском языке, и в древнем верхненемецком языке, но готский я уже не говорю, а также есть в кыргызском языке. Ну, это генетическая память об Аттиле в виде плача о нем, в виде различных сказаний, о которых будет речь идти дальше, осталась, видимо, в плоти и крови, в мозгу всех, в сознании всех германских народов, что даже самый наихудший из них говорил о кыргызах и о гуннах. А самым наихудшим, конечно, мы считаем преступника номер один. Это Гитлера, который осужден Нюрнбергским трибуналом как преступник номер один всех времен и народов, о котором сохранилась самая нехорошая память и которого стараются не вспоминать как преступника, подлого, нехорошего человека всех времен и народов. И вот у него и то сохранилась память о гуннах и о кыргызах. Вот он говорит как. Это высказывание взято из его книги «Нахтгешпрехи», «Ночные разговоры», который записал его порученец, который рядом с ним присутствовал. И эта книга изложена, эта запись изложена его в книге «Преступник номер один», нацистский режим, его фюрер, автор Мельников и Черная, Москва, 1983 год, прошла все соответствующие рецензии, прошла все соответствующие рекомендации и прошла цензуру. Вот он что говорит. Гитлер, ночью, сидя в бункере своим сотрапезником, при заселении русского пространства имперский крестьянин должен жить в прекрасных поселках. Немецкие учреждения и ведомства должны размещаться в роскошнейших зданиях, губернаторы во дворцах. Вокруг этих дворцов будут построены все необходимое для поддержания жизни. В окружности радиусом 30-40 километров от города мы разместим красивые деревни, соединенные превосходными дорогами. Все остальное пространство будет принадлежать как бы другому миру, миру русских. Мы станем их господами, а в случае бунта сбросим на их города несколько бомб и дело с концом. Один раз в год можно будет проводить по столице отряд киргизов, чтобы, глядя на все каменные памятники, они получили представление о мощи и величии Германии. То есть в сознании этого самого худшего представителя немецкого народа мнение киргизов, гуннов или киргизов считается очень ценным. Если ему киргизы скажут, что это очень хороший город, то так оно должно и быть. Это мнение этого, изложенное в этой книге. Спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.